В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Сегодня мы поговорим об итогах заседания Совета Федерации по Арктике и о налоговых льготах для жителей арктических районов. И гость нашей студии Михаил Погадаев, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Главной темой обсуждения на выездном заседании Совета Федерации стал проект стратегии развития арктической зоны до 2035 года. На какие основные проблемы обратили внимание федеральной власти? Да, действительно, 14 июня приезжала в город Якутск большая делегация Совета Федерации. В основном это были члены комитета по федеративному устройству, по региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Но главным событием, главным заседанием стало заседание Совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации под председательством сенатора от Республики Саха-Якутия Александра Константиновича Акимова. И также приехали к нам для участия в этом заседании представители органов федеральной власти, представители арктических других субъектов Российской Федерации, и, конечно же, представители Республики Саха-Якутия всех уровней власти, в том числе представители муниципальных органов власти, именно наших 13 арктических районов. Главная тема этого заседания была законодательные аспекты реализации стратегии развития арктической зоны Российской Федерации до 2035 года, которая сегодня находится в разработке, и главным ее разработчиком является Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, и заместитель министра Крутиков Александр Викторович, он представлял проект и стратегии, и в основном речь шла о новых законопроектах, которые вносит данное министерство. И одним из таких важных законопроектов стал пакет федеральных законов, проектов федеральных законов, касающихся государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктике. А какие рекомендации даны для включения в проект и когда начнется реализация стратегии? Реализация стратегии начнется с следующего года. У нас стоит задача, Республика Саха-Якутия очень активно участвует в разработке этой стратегии, тем более, что мы уже сейчас занимаемся разработкой нашей региональной стратегии развития Арктики до 30 года и государственной программы по развитию арктической зоны Республики Саха-Якутия. У нас стоит задача до 1 декабря этого года разработать российскую стратегию по развитию арктической зоны Российской Федерации. И со следующего года она будет реализовываться. Но главной новостью было то, что Александр Крутиков заявил о том, что сейчас также будет уже разрабатываться новая редакция государственной программы развития, социально-экономического развития арктической зоны Российской Федерации. И уже сейчас будут формироваться те мероприятия, которые начнутся реализовываться со следующего года. Наша республика внесла большое количество предложений, как по стратегии развития, так и мы проводили с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики большую работу. Правительство Республики Саха-Якутия внесло ряд предложений. Это касается обеспечения транспортной доступности арктических районов. Это касается, потому что транспортная составляющая, она, наверное, самая главная проблема, потому что особенно в нашей республике удаленность арктических районов, она приводит к существенному удорожанию, северному удорожанию доставки всех видов продуктов, горюче-смазочных материалов и так далее. То есть для преодоления этого Республика Саха-Якутия внесла ряд предложений, в том числе, например, по обнулению ставки аэропортовых сборов с возмещением из федерального бюджета выпадающих доходов этих аэропортов Севера. Также состоялось совещание по вопросам строительства Жатайской судоверфи, которое предполагает строительство новых судов для наших арктических районов, которые будут обеспечивать грузами наш север. Кроме этого, были предложения по развитию социальной инфраструктуры, это касается и здравоохранения, например, по уходу от единого тарифа
обязательного медицинского страхования. То есть нужна именно государственная политика по предоставлению услуг здравоохранения. Да, и здесь мы тоже внесли ряд предложений. Кроме этого, были предложения и по энергетике, по развитию, использованию возобновляемых источников энергетики, малых атомных электростанций и так далее. Ну и также поднимались вопросы по развитию инфраструктуры сети интернет. Это и строительство ВОЛС, это и развитие спутникового интернета. Но здесь наше предложение было в части выравнивания тарифов по такому же примеру, как это было сделано в энергетике. То есть, когда в общем в Российской Федерации тариф увеличивается на несколько копеек, но при этом для арктических районов он существенно снижается. Вот, мы предлагаем такие вещи. Но очень много говорилось по поводу новой инициативы, вот этого законопроекта по развитию, по поддержке предпринимательской деятельности в Арктике, потому что у нас к этому законопроекту очень много вопросов. Вот, конечно же, закон очень важный именно для реализации инвестиционной политики в Арктике, экономического развития. Здесь предполагается такое введение статуса арктического резидента при условии, что предприниматель или предприятие будет инвестировать от 500 тысяч рублей в Арктику, и можно получить статус арктического резидента и получить существенные налоговые преференции, упрощенные процедуры, то есть снятие административных барьеров и так далее. Вот. Но, опять же, повторюсь, у правительства нашей республики есть определенные вопросы, и это касается разделения полномочий федеральных органов, региональных органов местного самоуправления и так далее. Вот вы озвучили множество предложений, они действительно очень важны для Севера. Вот когда первые результаты будут, когда почувствуют жители арктической зоны, вот, и какие именно вот из этих предложений? Мы надеемся, что эти изменения вступят как можно быстрее. Сегодня вот этот законопроект, даже вот по поводу преференций, да, он предполагается внести уже вот в летнюю сессию Государственной Думы. И предполагается, что со следующего года уже начнут и государственная программа по социально-экономическому развитию арктической зоны действовать. И этот закон, когда все-таки инвестиции в Арктику придут очень быстро, но я опять же повторюсь, есть определенные у нас опасения, в том числе, например, по вопросам, касающимся предоставления земельных участков. Ведь у нас в Арктике уже работают и пользуются землей большое количество предприятий, организаций, в том числе общины коренных малочисленных народов Севера. И из законопроекта не совсем понятно, каким образом будут урегулированы вопросы взаимоотношений между новыми инвесторами и организациями коренных малочисленных народов Севера в том числе, ну и вообще коренного населения в Арктике. А вот по инициативе главы Якутии Айсена Николаева Ил-Тумен принял закон о налоговых льготах для арктических районов. Как вы считаете, будут ли эти льготы существенной помощью для жителей Арктики? Да, действительно, такой законопроект уже принят Государственным собранием Ил-Тумен. Жители арктической зоны Республики Саха-Якутия освобождены от транспортного налога для физических лиц. Также предлагается освободить от местных налогов, это налог на имущество физических лиц и земельный налог для физических лиц. Несмотря на то, что для бюджета республики это, в принципе, не очень большие средства, но я думаю, что для жителей арктических районов это существенная помощь, потому что для каждой семьи, которая живет, трудится в Арктике, конечно, любое снижение, оно означает увеличение их доходов, увеличение благосостояния, поэтому это только первые шаги. И нужно сказать о том, что федеральное министерство очень позитивно восприняло этот опыт и заявило о том, что этот опыт они будут продвигать вообще в Российской Федерации. И многие другие наши инициативы, они были поддержаны министерством и будут использоваться в работе над стратегией развития и над госпрограммой.
Президент страны Владимир Путин на заседании форума «Арктика. Территория диалога» сказал о том, что, цитата, «по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского». Вот как вы думаете, благодаря внесению такой стратегии развития Арктики эта планка будет достигнута? Ну, мы очень надеемся на это. И, как я уже сказал, мы совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики провели большую работу по определению тех параметров, тех показателей социально-экономического развития. Ведь ни для кого не секрет, что по этим показателям Арктика существенно отстает от остальной части нашей республики. Да, и, конечно же, здесь задача стоит очень важная, очень амбициозная. И здесь, наверное, необходим целый комплекс мер для того, чтобы достичь этой цели. И, вы знаете, многие также говорят о том, что мы вообще должны ставить цель даже не до среднероссийских показателей, а выше среднероссийских, потому что все-таки привлечь людей работать и жить в Арктику очень сложно, потому что условия очень сложные, очень удаленные территории, неразвитая инфраструктура. И для того, чтобы привлечь кадры, трудовые ресурсы в Арктику, необходимо предоставить более высокие стандарты жизни, качества жизни. Поэтому мы надеемся, что вот по тем показателям, которые были определены, с условием реализации национальных проектов, государственных программ, которые действуют у нас, разработаны и действуют в нашей республике, нам все-таки удастся достичь этой цели и кардинальным образом изменить качество жизни в Арктике. Михаил Александрович, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Мы говорили об итогах заседания Совета Федерации по Арктике и о налоговых льготах для жителей арктических районов. Не переключайтесь.